с вами зашли в зал заседаний, можно так сказать, в самое важное помещение в Эстонской Республике, потому что власть у нас у народа, и все решения принимаются эстонским парламентом. Так что президент и правительство, премьер-министр без решения парламента ничто не могут делать. И мы сейчас с вами находимся на балконе, который называется балкон для прессы. То есть во время заседаний, когда здесь внизу, за моей спиной, перед вашими глазами заседания проводятся, на этот балкон впускают только журналистов и дипломатический политический корпус. Гостей, конечно же, в демократической открытой стране мы хотим иметь. Возможность смотреть заседания также есть. Так что каждый человек может смотреть эти заседания по веб-сайту нашего парламента, прямая трансляция происходит, когда здесь заседания проводятся. Но также каждый человек может прийти, посетить, посмотреть заседания своими собственными глазами. И от вас слева находится в 3 открытых окнах, где деревянные стулья, ложа, балкон для гостей. Каждый человек, который хочет посетить заседание парламента, он должен иметь с собой свой документ, пройти проверку охраны, как вы это сделали сегодня, и сказать, что вы хотите посетить заседание. И когда заседание начинается, ведется, вас проводят на этот балкон. Никакой регистрации для посещения не надо делать, так что каждый человек может прийти, можно так сказать, сразу с улицы и посмотреть на заседание так долго, сколько он захочет. Никакой регистрации не нуждается. Но парламент наш состоит из 101 депутата, и избирается парламент гражданами Эстонии, которым минимум 18 лет на 4 года. В этом году эстонский парламент в начале года решил такой очень либеральный вопрос, что с следующего года, 2017 года, все жители Эстонии, которым минимум 16 лет, могут начинать голосовать в правлении государственных уездов. Так что мы стали одним из новых стран в Европейском Союзе и в Европе, которые снизили этот возраст с 18 до 16 лет. И в следующем году около 30 тысяч, более чем 30 тысяч юношей могут уже стать активными в политике нашей страны в начале, конечно же, государственных уездов. Парламент был избран последний раз в 2015 году, 1 марта, и по результатам выборов в эстонский парламент получили место 6 разных политических партий, которое, можно так сказать, среднее количество. После распада Советского Союза самое большое количество 9 разных политических партий и самое маленькое количество 4 разных политических партий. Но все эти партии они должны получить более чем 5% от голосов народа. Сейчас самая большая партия, которая выиграла выборы, это либерал-демократическая партия эстонских реформистов, которая получила сюда 30 мест. Эта партия является самой большой партией в коалиции эстонского правительства, и также премьер-министр господин Taavi Rõivas является председателем этой партии. Taavi Rõivas является одним из самых юных, наверняка даже самый юный премьер-министр в Европе, ему сейчас 37 лет, и он уже премьер-министр 3,5 года подряд. Предыдущий он был даже 2 года министром социальной сферы здесь в Эстонии. И еще предыдущий 6 лет как депутат парламента. Второй по величине является здесь партия центристов, которая является социал-либеральной партией, имеет 27 мест. Это самая большая партия в оппозиции. Третья по величине партия социал-демократов, 15 мест. Консервативная партия «За Отечество и Республика Союз» 4-я по величине, 14 мест. И 2 самые маленькие партии – это новички нашего парламента. Это обе консервативные партии, партия эстонской свободы, 8 депутатов, и партия эстонских народных консервативов, 7 мест здесь. Сегодня заседание уже закончилось. Заседание началось в 10 часов утра и закончилось
часа. Но заседания здесь в зале в течение месяца проводятся минимум 12 раз, так что очень-то часто. И длительность заседаний никто никогда не знает. Так что иногда здесь бывают короткие, иногда длинные заседания. Самое короткое заседание бесперерывно длилось здесь чуть-чуть менее чем 3 минуты. Самое длинное заседание бесперерывно 36 часов подряд. Но, конечно же, это одна часть работы депутатов парламента, и остальная часть продолжается уже в комиссиях парламента, которые вырабатывают законопроекты, и также фракции, то есть кабинеты тех партий, которые здесь в парламенте присутствуют, где формируется политическая стратегия, то есть как здесь в зале голосовать. Заседание ведется с самого высокого места, где вы на столе можете увидеть маленький синий черно-белый эстонский национальный флаг в середине. Это кресло председателя парламента, то есть главного председателя, или одного из двух заместителей председателя парламента. Избирается руководство парламента, эти 3 человека ежегодно, они входят в состав депутатов парламента, могут также голосовать. И сейчас главным председателем является господин Эйки Нестор из партии социал-демократов, так что 3-й коалиции партии. Первый заместитель председателя господин Helir-Valdor Seeder из 4-й коалиции партии, консервативной партии за Отечество Республика Союз. И второй заместитель председателя это господин Юрий Ратас из партии центристов, так что второй коалиции партии. Но только один из них ведет заседание самого высокого места. Остальные сидят на своих местах здесь в своих партиях. От вас слева внизу в ложе, где вы можете увидеть 16 стульев, это ложа правительства Эстонской Республики. У нас сейчас в правительстве 15 министров, это максимальное количество министров по Конституции. И вторая ложа ближе к окну, в которой вы можете увидеть 2 кресла побольше впереди и стулья поменьше, это ложа президента республики, который посещает заседания примерно 2-3 раза в году. Так что никакой обязанности у президента здесь быть нету. Но правительство еженедельно здесь министры правительства должны быть и отвечать на вопросы депутатов парламента. В Эстонии политическая иерархия очень интересна, потому что Эстония является парламентской страной, но, как и другие страны мира, персона номер 1 – это президент республики, потому что он имеет представительную функцию. У нас в Эстонии у президента такой большой власти нету. Единственная большая власть, которую президент имеет, это ставить 1 раз вето на каждый закон. Второй раз, если он ставит вето, он должен идти уже в Государственный суд, и Государственный суд решает, на какой стороне право будет. Но остальных таких больших прав у президента здесь в стране нет. После президента номер 2 персона по иерархии политики – это председатель парламента, так что главный председатель господин Эйки Нестор, персона номер 2 в стране. Персона номер 3 – это первый заместитель председателя парламента, господин Helir-Valdor Seeder. 4-й по важности второй заместитель председателя, господин Юрий Ратас. И только номер 5 – это премьер-министр Эстонской Республики. Так что такой порядок должен показывать каждому человеку, людям здесь, кто решает вопросы. Так что без решения парламента, правительства, президент не может ничто делать. И, конечно же, президент контролирует все эти законопроекты, которые здесь принимаются, так что через 10 дней, если там все связано с Конституцией, тогда подписывается этот закон, который здесь в парламенте был решен. Последняя такая важная вещь – это как голосуют депутаты парламента. Здесь в зале заседаний вы можете увидеть такие черные электронные пульты, где вы видите маленький микрофон, маленькую лампу, место для вставки магнитной карты, чиповой карты, извините, не магнитной карты, и маленький такой сенсорный экран. На этом маленьком сенсорном экране депутаты могут увидеть на 20 секунд во время голосования 3 кнопки. Зеленая за, красная против, желтая воздержался. И сразу же после голосования на 2-м этаже в середине включается этот экран, и вы можете увидеть план зала и как депутаты здесь голосовали. Кто голосовал за, кто против, кто воздержался, не участвовал на голосовании.
все такие важные вещи. Через 20-25 минут вся информация, что здесь было сказано, как были результаты голосования, вы можете увидеть на нашем домашнем веб-сайте, так что каждый человек может прочитать, как здесь все было обсуждено. Коротко это все, что я должен был вам рассказать о структуре парламента, о работе парламента. И если у кого-то еще возникли вопросы по поводу работы парламента, то еще маленькая пару минут здесь есть на вопросы. Пожалуйста. Вот в парламенте 101 человек, и все сидят парами, а кто один сидит? Ну, иногда, конечно же, председатель ведет заседание. Но вообще-то здесь не только один, а здесь пару человек, которые сидят поодиночке. Никто же не хочет сидеть. Нет, ну бывает так, что просто нет другой возможности. Потому что иногда вот здесь 27 мест у партии центристов, 7 мест у партии народных консервативов, они же не имеют как бы все, они как бы не сидят вместе с друг другом, потому что различные партии раздельно хотят сидеть. Скажите, время заседания выставляют свои противные флажочки, как у нас так любят делать? Нет, у нас как бы здесь какие-то флаги выставлять делаются, и также у нас в парламенте такой строгий порядок, что как бы депутат парламента не может здесь афишировать какой-то, например, рубашкой, кто-то приходит и что-то там написано, да, тогда это нет, здесь в зале так нельзя. И даже гости мы просматриваем, что когда здесь, да, например, символика или что-то, да, если, конечно же, это там национальная рубашка футбольной команды, пожалуйста, это тоже символика, но это нормально, да. А если там какие-то, да, вот против, за кого-то, тогда у нас в парламенте просматривается. Гости не имеют права задавать вопросы депутатам или у нас такой возможности не дается, так что во время заседания только заседание, и здесь в парламенте такой же порядок, что даже правительство, президент республики такие задавать вопросы даже в воздух, они не могут этого делать, потому что здесь спрашивают только депутаты парламента, потому что это как бы сила парламента здесь. Так что такие правила, такой порядок. Парламента, где каждый депутат может любые вопросы на любые темы задавать. Тема раздается министру примерно 24, не примерно, а 24 часа вперед, перед информационным часом. Только тема, вопрос не должен был быть в то время задан. И тогда министр знает, какие вопросы будут, в какой теме примерно, и он тогда может приготовиться для этого вопроса. Вопрос задается за 1 минуту, и министр тогда дает отчет за 2 минуты. Так что это также транслируется на нашем национальном телевидении, так что можно смотреть. Если в понедельник я как министр вижу, что ко мне вопросов нет, я могу проверить. Можно и так, да. Когда пропускаешь, министр пропускает, ты то можешь также пропустить. Хорошо, последний вопрос. Да. А вот о чем связано то, что стены покрашены в голубой цвет? Потому что, по-моему, в шведском парламенте там то же самое, там почему-то стены такие синие. Это... Хороший вопрос, это связано с, опять же, архитектурой, символикой парламента. И вообще-то здесь вы можете увидеть краски государственного флага. Синий, черный, белый. Так что чуть-чуть белого здесь осталось. Так что вообще-то, если посмотреть на этот потолок, это очень интересный потолок. Таких потолков в мире очень-то мало. Один потолок еще, по-моему, сохранился в Лондоне, в какой-то церкви. Но здесь вы сейчас можете увидеть, что этот потолок такой ледяной желтый. Когда заседание здесь начинается, то включаются лампочки, которые спрятаны за этим зигзаговым белым карнизом, так что там лампочки.
и зажигаются эти лампочки, и этот потолок становится совсем натурально белым. Так что тогда вы видите, что этот потолок белый. Так что интересно, да, очень интересно. Это особая краска или визуальный эффект? Визуальный эффект, и может быть особенно такая интересная краска. Да. Да. Он сейчас показывается такой ледяной желтый, не совсем желтый, но ледяной. Хорошо. От меня спасибо за внимание, спасибо, что пришли. Пожалуйста. Было И очень теперь интересно. выходим на выход. Так.